Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. В этом году свой профессиональный праздник многие из них отмечают далеко в непраздничных условиях, находясь в разлуке со своими родными и близкими, каждый день рискуя своим здоровьем, спасая больных от коварной коронавирусной инфекции. Сегодня на связи с нашей студией человек, который находится в буквальном смысле слова на передовой в борьбе с COVID-19. Это Александра Пинчук, медсестра инфекционного отделения Якутской республиканской клинической больницы. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в каких условиях сегодня работают медики инфекционного отделения вашей больницы? Много ли поступает больных и каков объем работы? Объем работы у нас, конечно, очень большой. Работы хватает. Работаем в нагруженном режиме. Стараемся справляться, конечно, со всем то, что нужно сделать. Больных очень много. Но, несмотря ни на что, мы все-таки надеемся, что скоро все завершится. В каких условиях приходится работать? Условия не особо благоприятные. Мы одеваем противочумные костюмы, да, специальной защиты. В них, конечно, жарко. Безусловно. Это маска, это респиратор, это очки, это перчатки. То есть душновато. Вы работаете на самом опасном участке. Почему вы приняли такое решение работать именно там? И на какие жертвы приходится идти ради этого? Жертва в первую очередь это, конечно, то, что я не вижусь со своей семьей. Так же, как и наши девочки и медбратья. Работаем в такой сфере. В сфере этой уже работаю 15 лет. Тут выбирать особо не приходилось. У каждого своя работа, и каждый любит свою работу, я считаю. И выполняем мы добросовестно, качественно, все как полагается. Ваша семья и близкие относятся к вашей работе. Как вы с ними общаетесь? Связь происходит по телефону непосредственно, конечно. Они знают, где я нахожусь. Также они полностью проинформированы. То есть не надо выходить из дома. Да, полностью изолированы. Связь через телефон. Они поддерживают меня, я поддерживаю свою семью. Постоянно смотрят за мной, наблюдают. Одеваю я маску, не одеваю. То есть контроль идет с обоих сторон у нас. Переживают за вас, да? Так. Естественно, конечно. Ждут, не дождутся, когда мама приедет домой. Живая, здоровая. Говорят, что болезнь она протекает по-разному. У кого-то тяжело, а кого-то совсем без симптомов. У тех, кто лечится у вас, какие особенности течения замечаете вы? За течением то, что может повышаться, естественно, температура, нарастает одышка, спираться легкие, то есть облёг легких, он становится ниже нормы. У человека, естественно, чуть-чуть появляется паники, нужно его вовремя успокоить, донести, что все хорошо, что такое может быть. То есть, естественно, вызывается врач, и уже идет поэтапное действие, что говорит сверху дежурный врач, либо лечащий. Александра, именно вы больше всего общаетесь с больными. О чем они просят чаще всего и о чем они говорят? Каждый, наверное, хочет внимания, понимаете. Он, наверное, и больной человек. То есть, естественно, результаты анализов. Все хорошо. Как будет протекать? Стараемся успокоить, что это все, конечно, лечится. Наша медицина сейчас ступнула на хорошие ряды. Что переживать сильно не надо, что мы постоянно на связи, никто их не бросает, что все будет хорошо. Моральная поддержка о многом говорит. Как для персонала, так и, естественно, для самих больных. А как вы относитесь к людям, которые считают, что болезнь выдумана и ее нет на самом деле? Такие люди есть. К сожалению, такие люди имеются. Да, конечно, отрицательно. Хотелось бы, чтобы поняли всю силу, серьезность этого вопроса, потому что наши СМИ сейчас очень хорошо проинформированы этим вопросом, занимаются, то есть все доступно. Можно посмотреть, можно увидеть. Со своей стороны, конечно, хотелось попросить, чтобы отнеслись крайне серьезно к такой ситуации, пожалели своих родных, своих близких, потому что никто не позаботится о вас, если вы сами о себе не позаботитесь. Встали на нашу сторону, тоже есть семьи, и хотелось бы, конечно, вернуться домой. Мне кажется, если бы не помогать друг другу, все получится. Наверняка работать в таких условиях тяжело не только физически, но и морально. Бывают ли минуты отчаяния, и что помогает сохранять спокойствие вам? Минуты отчаяния не бывает.
Тут нельзя просто отчаиваться, тут нужно, мне кажется, просто идти на передовую, иди вперед, потому что если опускать руки, ну ничего мы не добьемся. Просто, чтобы люди понимали и помогали, поддерживали нас, то есть шли к нам навстречу, не выходили за пределы того или иного, скажем, места, где они находятся, не контактировали. Пройдет волна, все пройдет, мне кажется, и все наладится. У нас впереди лето, так что хотелось бы, конечно, все были здоровы. Александра, ну, мы вас поздравляем с профессиональным праздником, и вы можете передать ваши пожелания с Днем медицинских сестер коллегам и нашим телезрителям. Спасибо. Поздравляю коллектив инфекционного отделения. Конечно, поздравляю всех коллег, всех горбольниц, всего вообще мира на свете. Девочки, вы у нас самые лучшие. Благодаря вашим рукам, вашим сердцам у нас теплится вот такая надежда. Конечно, идет большой риск. Может, риск, не дай бог, друга не увидеть, но так как мы вместе, мы работаем, выполняем работу качественно, хотелось бы, чтобы поскорее все закончилось. Всем здоровья, конечно, здоровья вашим семьям и вашим деткам. Я надеюсь, что мы скоро вернемся домой. Так что вот огромное спасибо вашим рукам и вашим сердцам. Всех с праздником. Еще раз поздравляем вас и ваших коллег. Спасибо большое за беседу. До свидания. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.